Добрый день! Рудненская центральная городская библиотека продолжает проект «Званый гость». Сегодня в новом онлайн-формате. В этом проекте мы знакомим горожан с интересными людьми нашего города, увлеченными, творческими, активными, неравнодушными, беззаветно преданными своему делу, своему призванию. О таких говорят: человек на своем месте. Таков и наш сегодняшний званый гость. Он действительно человек на своем месте, а место это Рудненский историко-краеведческий музей. Открытый 28 августа 1983 года по инициативе известного краеведа, писателя, почетного гражданина города Рудного, почетного деятеля культуры Республики Казахстан Ивана Ивановича Дьячкова, Рудненский музей и сегодня продолжает добрые традиции и ведет очень важную работу по изучению и сохранению историко-культурного наследия нашего края. Один из хранителей и собирателей истории нашего города – методист Рудненского историко-краеведческого музея Александр Кургускин. Родился в городе Рудном, окончил среднюю школу номер 19, Рудненское педагогическое училище, позже, с отличием, исторический факультет Кустанайского государственного университета имени Байтурсынова. Занимался преподаванием в школах области и города. С 2009 года научный сотрудник, методист Рудненского городского историко-краеведческого музея. Настоящий профессионал и высококлассный специалист с широким диапазоном талантов и возможностей. Занимается научно-просветительской, исследовательской, выставочной работой. Постоянно совершенствуется, принимает участие в научно-практических конференциях, семинарах, историко-краеведческих чтениях. Отмечен наградами, грамотами, благодарственными письмами. Является участником и призером республиканских и областных конкурсов профессионального мастерства. В одном из интервью Александр Кургускин заметил, что современный музейный работник – это одновременно и экскурсовод, и актер, и декламатор. Чем сложна и интересна музейная работа? Нужен ли музей сегодня? И чем он живет? Могут ли окружающие нас предметы уже сейчас стать экспонатами? Об этом и многом другом мы беседуем с нашим званым гостем. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Начнем с последнего по времени значимого события. Совсем недавно вы вернулись из города Кокшетау, где приняли участие в конкурсе «Лучший экскурсовод» 2021 года и заняли 3-е призовое место. Подтверждение тому сертификат, дипломы. И разрешите для начала вас с этим событием поздравить. 3-е место на уровне республики – это почетно, это очень хороший результат. Расскажите, как вы к этому результату пришли. То есть несколько слов о конкурсе, из чего он состоял, может быть, какие-то самые яркие моменты, кто были соперники, кто оценивал его. Ну, надо сказать, что конкурс был довольно-таки серьезный, состоял он из 2 этапов. Ну, первый этап, он как бы проходил без, как бы говорить, реального участия конкурсантов. То есть надо было отправить, ну, будем говорить, электронное резюме о себе, о твоих достижениях, о работе. Ну, все это мы сделали. То есть кое-какие наработки у нас были уже, мы включили в это резюме. Всего было 20 заявок, из 20 заявок было отобрано 12. Там были представители и из музея первого президента, можно представить уровень обеспеченности и возможностей музея первого президента, и из музея Темиртау, если вспомним, где Елбасы начинал свою трудовую карьеру. Первый такой довольно-таки оригинальный конкурс – это конкурс представления. То есть мы демонстрировали свои видеоролики
Вот я говорю спасибо салону Учкудук, оператору салона Учкудук. То есть сняли очень хороший ролик. Ну, благодаря еще и музейщики наши поработали, спасибо им. И вот мы поездили по городу, сняли памятники, было дано интервью. То есть прошли. Ну, второй конкурс был так называемый блиц-опрос. Вот тут вопросы с подковырками, причем вопросы из зала. Ну а перед тобой еще сидят жюри, там и директор областного музея, Читавского я имею в виду, и директора и Национального музея, и музея первого президента. Причем я помню до сих пор один вопрос, чем отличается экскурсант от посетителя. И чем? Во-первых, посетитель просто приходит, а экскурсант приходит целенаправленно. Третий тур – это так называемая локация. Но суть локации в том, что вот перед тобой на сцене, будем говорить, на сцене разыгрывается какой-то момент. Действие. Ну, может быть, театральное. наподобие, да. Возможно, люди в определенных костюмах как бы изображают какую-то сцену. В общем, у тебя на раздумье 20 минут, ты потом должен написать эту сцену. То есть, где происходит Ты дело? не знаешь, какой год. Нам сказали, забыли что-то, фантазируйте. Но надо сказать, помогло еще то, что на фоне локации звучала определенная музыка. Я помню до сих пор, когда я вышел, заиграла музыка советская, еще романс, это был горячие бублики. Думаю, а точно что-то с купцами связано. Ну, открывается сцена, пожалуйста. Ну, тут, короче говоря, твоя фантазия. Можно и сочинять, можно и юморить. То есть поучаствовать в этой сцене. Да, ты участвуешь в этой сцене. Ну, удалось обыграть сцену ярмарки, как самого активного участника ярмарки. Ну и в то же самое время удалось упомянуть Каркаролинскую, в частности, ярмарку, которая в 1848 году в Семипалатинском уезде была открыта. Ну а там сидел во главе жюри опытный историк, наверное, это и сыграло. Прелесть! Что это? О, новые помидоры. Таких помидоров еще не было в нашей степи. Ой, яблоко. Недаром Казахстан является родиной яблок. О, а это иностранная диковинка. Виноград. Вкусный, сочный. Женщина заинтересовалась шапочкой, а шапочка с вуалью. Посмотрите, какая ткань. Вы должны это купить. Вы должны это купить и показать своему мужу. Всего 3 деньги пара. А посмотрите, что это здесь. Какой хворост. Понюхал, и можно жить. А какие пирожки? Покупаете пирожки с пылу с жару, полденьги пара. Недаром еще Александр Меньшиков, приближенный Петра I, продавал пироги. О, посмотрите. А тут молочник не дает себя в обиду. Он не только продает шапки, он еще и заигрывает. Вот на самом деле, а вот это диковинное чудо. Маленький миниатюрный ананас. Конечно, мы должны его взять. Ну, хотя, конечно, не всякому по цене. Как для профессионала, для вас такие конкурсы, какое имеют значение? Это как бы, наподобие курсов подготовки, будем так говорить, к
И вот участие в таких конкурсах, ты как бы показываешь на то, что ты способен, допустим, и смотришь, ага, занял 3-е место, значит я что-то ну, немножечко не добрал, чтобы, допустим, зажать 2-е или там 1-е место. И ты смотришь в то же самое время на других, и как бы видишь чужой опыт, и в то же самое время что-то лучшее берешь, и как бы кому-то даешь то, чего нет у того человека. Но это не единственное ваше достижение, чему свидетельством вот представленные здесь грамоты, дипломы. Скажем, в 2019 году, тоже совсем недавно, вы были отмечены как лучший работник Государственного музея регионального значения по Кустанайской области. Да, вот есть диплом, есть благодарственное письмо. Сертификат участника, ну, это как наподобие вот этого диплома. Да, ну вот говоря о благодарственных письмах, мне бы особенно хотелось отметить благодарственные письма от Союза ветеранов Афганистана и Союза ветеранов участников боевых действий на таджико-афганской границе. То есть это говорит о том, что вы с этими организациями работаете в тесном контакте. Вот какую работу Рудненский музей проводит по военно-патриотической подготовке, по сохранению памяти о погибших воинах-интернационалистах, по поддержке ветеранов-афганцев? С ветеранами афганской войны, когда некоторое время говорили участники боевых действий в Афганистане, сотрудничаем довольно-таки плодотворно. Меня к этому вплотную подвинула Хомякова Валентина Ивановна. Она вообще была зубр в этом деле. Не только, обычно традиционно они собираются 2 раза в год, это 15 февраля, это вывод советских войск, и вот как на этой неделе, правда, выпадает в субботу, это 25 декабря, это день увода советских войск на территорию Афганистана. Ну, во-первых, они собираются вместе, даже как они сами говорили, вот те ребята, которые не были иногда, они говорят, спасибо, что нас вытаскиваете, по той простой причине, где можно еще вот встретиться вместе, поговорить, рассказать, узнать, что, как у друзей. Ну, помимо всего прочего, привлекаем ребят афганцев и на события, связанные с 9 мая, допустим, 7 мая, День вооруженных сил Республики Казахстан. Тут обычно была встреча, встреча поколений, так называемые, как обычно мы называем мероприятие, то есть когда присутствуют, ранее присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и афганцы, позднее подключились ветераны боевых действий на таджико-афганской границе. Помню до сих пор, как в техникуме организовали встречи поколений, тогда еще Царствие Небесное был жив Константин Иванович Брызговин. Но там были все, и афганцы, и ветераны, и Константин Иванович был. И вот там даже студенты, они даже выпустили в небо черно-оранжевые шарики. То есть черно-оранжевый шарик — это по цвету гвардейская лента, или как сейчас обычно принято называть, георгиевская лента. Ну, а вот для современной молодежи такие встречи с ветеранами, с афганцами, что это дает? Знаете, это когда ты видишь живых ветеранов, когда ты слышишь это со слов участников тех или иных событий, то есть когда молодежь знает, как это все на самом деле, что произошло, она уже не будет, допустим, верить каким-то подзаборным сплетням, она будет верить тому, что она услышала реально. Она будет помнить настоящих героев, а не выдуманных. Спасибо. Поговорим о других направлениях работы музея. Целью деятельности музея является выставочно-экспозиционная, собирательская, исследовательская и научно-просветительская работа. Но это говоря официальным языком. А какие интересные проекты
осуществляет музей сегодня и в каких из них лично вы принимаете участие? Проекты самые, будем говорить, разнообразные, тематически. Такой проект, он у нас вот активно с ТРК «Рудный до Усы» велся. Это великие люди великой степи. То есть в каждом репортаже мы рассказывали о каком-то известном герое, именно нашей Кустанайской области. Или же, допустим, о каком-то, как здании, сооружении, там не важно, будь то это, допустим, пассаж братьев Яушевых, где сейчас находится Кустанайский областной историко-краеведческий музей, либо это знаменитая Ак-мечеть в Кустанае. В этом проекте я, как говорится, постоянно принимал участие. И это можно увидеть на сайте музея, Да, потому что все эти передачи это выставлены можно в режиме да, онлайн. плюс ко всему прочему был проект именно рубрика «Краеведение», особенно это вот в газете «Рудненский рабочий». Мы рассказывали о каком-то, истории обычно говорится, на одного экспоната. Тоже они приходили, записывали у нас интервью по истории этого экспоната, как он попал. Больше, около 100 статей было написано в Рудненском рабочем. Вы же еще являетесь автором цикла радиопередач по истории Рудного. Да, и в частности тоже приглашали интересные моменты из жизни, допустим, горожан. Вообще города Рудного, как что начиналось. Мы выбирали что-то самую изюминку, но в основном это памятники, памятные места города Рудного, то есть как зарождался Рудный, из чего зарождался, какие люди внесли наибольший вклад. И каждая передача это был как бы свой кусочек, маленький кусочек истории города. Да. Это как есть один интересный фильм, снятый корреспондентом Червоным в 1959 году. Ведется рассказ от первого лица от города. Я еще молод, моим жителям не больше 20-30 лет. И получается, что сейчас, что в этом рассказываешь, допустим, все знают главную улицу, к примеру, улица Ленина, традиционно, допустим, первая улица города, улица Строительная, допустим, первая главная улица, улица Пионерская. Если спрашивают, почему Пионерская, в Советском Союзе были пионеры. С английского языка пионер это первый. Первый, даже у них называли первопоселенцы, это были пионеры. Даже когда у нас тут в области появлялись эти поселки, там Сергеевка, допустим, Алексеевка наша, ведь это тоже своего рода были пионеры, люди, которые приехали на новые места. Еще такой проект, как онлайн-репортажи, то есть рассказы об истории города, об истории известных лиц. Как раз, когда рассказывали об очередной годовщине города Рудного, выпустили фильм, куда включили и, допустим, хронику полета Сургутанова. Причем удалось, я не знаю каким образом, но в интернете откопать 2 ролика, где сам Сургутанов рассказывает о полете, о своем знаменитом полете. Или, допустим, хроника, как строился город, как строился комбинат. Одна женщина написала, что спасибо вам большое, я вам в фильме увидела своего отца, который обучал вьетнамских студентов работе на шагающем экскаваторе. То есть, это, пожалуй, самое дорогое, когда просто говорят спасибо. Вы же в деталях не только историю Рудного, историю комбината уже изучили, и вы даже являетесь автором брошюры о деятельности АО ССГПО, которая вышла в 2013 году. Да. То есть просто полностью история комбината. То есть история известных лиц, конечно, без Михаила Григорьевича Сургутанова не обошлось, без Николая Фадеевича Сандригала, как же. Причем там известные люди, история, допустим,
и не только на этапе, но и, допустим, на этапе в Советском Союзе, но и уже в эпоху независимого Казахстана. Также там было, ну это тогда еще будем говорить, никогда же комбината еще не было 60 лет. И получилось так, что брошюра в 2013 году вышла, а комбинату 60 лет исполнилось в 2014 году. И там как раз о том, как Елбасы приезжал к нам в город. Он еще и до этого приезжал к нам в город, не только на 60-летие. Ну и, конечно, самое интересное, что большой интерес вызывает клюшка, которую он в свое время подарил хоккейному клубу «Горняк» со своим автографом. Ну, до сих пор у нас выставлен как раз в разделе, ну, как 1 декабря, хроника независимости будет. Вот мы с вами беседуем, понятно, что проводится огромная работа, которая на первый взгляд мало заметна, да? Ну, по сравнению с людьми других творческих профессий. Работа музейного работника, она как будто не видна, а приходится делать очень много. Вот, допустим, если вкратце ваш идеальный рабочий день, из чего он состоит, что приходится успевать за один день сделать? Да, успевать приходится много. Если у тебя что-то было запланировано заранее, то есть с утра стараешься сделать то, что было, допустим, запланировано на вчера, но по каким-то причинам не успел сделать. Если знаешь, что впереди какое-то событие или какая-то дата, ты уже стремишься сделать наброски, допустим, какое-то мероприятие, какой-то дате, к примеру, как и что это будет проводиться. Сценарий, ладно, потом бац, надо какую-то выставку оформить. То есть ты сценарий почти сделал, выставка такая-то, подошел, собрал экспонаты, пришел, сценарий доделал, экспонаты разложил, надо придумать название выставки. Так, надо составить тэп по выставке, то есть все переписать, какие экспонаты, но, естественно, надо и расставить, и наладить аппаратуру, потому что надо же еще подобрать, если это мероприятие, какой-то видеоролик, который так или иначе будет соответствовать этому мероприятию. Так что вроде, как говорится, бойцы невидимого фронта. Приходится успевать делать все. Тут ты и актер, и сценарист, и режиссер. Мы увидели образ современного музейного работника. Это высокообразованный человек, энтузиаст своего дела, творческая личность. А посетители? Кто сегодня ходит в музей и актуальны ли музеи в эпоху интернета? Наш гость уверен, что музей никогда не утратит свою актуальность. Он и сегодня привлекает все новых посетителей. Ведь увидеть предметы старины своими глазами, вживую прикоснуться к истории куда интереснее, чем совершить виртуальную экскурсию, пусть даже самую увлекательную. Увидел это своими глазами, это просто гораздо интереснее. То есть увидеть лучше один раз увидеть, чем 100 раз видеть или слышать. То есть пощупать, не в прямом смысле, хотя там почувствовать, почувствовать историю своими руками, почувствовать историю своим взглядом. Даже к нам многие приходят уже в возрасте 60-70 лет. Одна бабушка пришла, говорит, я в этом районе почти что 70 лет живу, а ни разу в музее не было. Ну а молодежь, я уже говорю, это фактически воспитание молодежи. И развитой, грамотно развитой личности, чтобы и уважать историю, и уважать культуру. Музейные фонды – это его сердце, да? То есть можно музей представить даже без экскурсовода. Ну, то есть я могу идти мимо, заглянуть, пройти, что-то посмотреть. А без фондов, без ценных экспонатов музея представить невозможно. Причем экспонаты – это же не обязательно то, что найдено было при помощи раскопок, да? То есть история творится здесь и сейчас уже буквально на наших глазах
ушли в прошлое и стали музейными экспонатами такие, ну, нашему поколению привычные вещи, как грампластинки, проигрыватели, да, дисковый проводной телефон, даже наша национальная валюта тенге, то есть некоторые ее образцы, они уже сегодня стали экспонатами. А вспомните какие-то интересные случаи о пополнении фондов музея, как они появляются? Обычно, ну, традиционно у нас вот акция, вообще она не прекращается, дар людской дороже некоторые. То есть, когда бывает так, что вот вы сейчас правильно сказали, что вот ненужная дома вещь, допустим, а в музее, в плане истории, да, представляет в плане ценность истории какой-то. она представляет ценность. Или же, допустим, вот, когда иногда выходишь, допустим, на поиски, допустим, как это, экспоната, и вот у нас, как говорится, вот в Алексеевке, вот, там просто шли наши работники музея и просто подошли к один домик в Алексеевке рядом с землянкой и побеседовали, они разрешили залезть на чердак. Так, допустим, в одном месте нашли плуг полностью однолемешный, вот именно как раньше пахали землю, смотришь по репродукциям. А в землянке в этой нашли статуэтку Нила Сорского. Сегодня это экспонаты музея. Да, и сегодня там, допустим, и это экспонат музея, и, допустим, и статуэтка экспонат музея, и даже там нашли один рушник, на котором было четко вышито 1905 год. То есть вот всем этим экспонатам больше, чем 100 лет. И, кстати, та самая знаменитая камера, которой снимались первые Вот фильмы этот о Рудном, фильм, она же тоже сегодня в да, музее. «Конвас». И вот самое интересное, вот когда он к нам, к Червоной-то приходил, он подошел к витрине, смотрим, глаза загорелись, вот, можно. Вызвали, подняли стекло, как Потрогать. нет, ну, зачем такому человеку и дать можно? И ему дали, Господи, у него аж слезы на глазах выступили, то есть, ну, когда-то купили эту, камеру на Казахфильме за 10 тысяч рублей, это еще до 60-х годов, но по тем временам тоже немалая сумма была. И вот, в частности, на эту камеру в свое время был снят один из первых казахских фильмов, это Ангель Дейманов. Так что это тоже сам по себе какой. И вот этот фильм, 59-й год, он как раз был снят вот именно тоже на эту камеру. У нас даже 4 бобины вот этого фильма лежат тоже как в качестве музейных экспонатов. А что вот вы посоветуете как экскурсовод, как историк, новичку, который впервые пришел в наш Рудненский музей, что обязательно посмотреть? Или так, что посмотреть в первую очередь и не пропустить ни в коем случае? Мы обычно не делим, что посмотреть в первую очередь, что посмотреть вторую. Обычно, когда приходят экскурсии, просто экскурсии, они заранее планируют, что они хотят посмотреть. Они сразу, либо, допустим, у нас общая экскурсия просто по музею, либо, допустим, кто-то приходит, связан, допустим, сейчас очень много с Алексеевским культурным комплексом. Когда-то у нас была стоянка здесь знаменитейшая, ну, можно сказать, на весь мир, и про нее даже в передаче BBC говорили, про Алексеевскую стоянку. Афганской войне, допустим, по Великой Отечественной войне, но особо много приходят тут именно по истории комбината, тем более, если учесть истории города, если учесть, что на будущий год город у нас отмечает 65-летний юбилей, когда если человек первый раз пришел, допустим, ну, можно показать ему все. А потом, если он конкретно заинтересуется, ну, потом уже делаешь аспект на этом и ведешь тот зал. Александр Григорьевич, вы очень увлеченно рассказываете о работе, очень интересно. А как вы отдыхаете? Ну, в принципе, как покажется странным, я не страстный любитель интернета. Хотя, допустим, могу полазить в интернете в том случае, если, допустим, слышишь, что где-то выставка какая-то в каком-то музее интересная, или обычно вот таких на музейных сайтах я обычно знакомлюсь. Люблю почитать. Если какой-то фильм,
интересные. Так вот я сейчас не люблю смотреть фильмы, иногда как историк, но видишь, нарушаются и как нормы нарушают, но видишь, что неправильно, этого не может быть. Допустим, знаменитый «Белый тигр». В конце фильма, я просто говорю, полковник едет, у него на груди орден славы первой степени. Историческая неточность. Историческая, да? причем грубая неточность, потому что фильм. орденом славы награждались только сержантский, старшинский, рядовой и состав армии и флота. Наш знаменитый летчик-штурмовик Талгат Якуббекович Бигельдинов, он ведь пошел на фронт после окончания сержантской школы. И когда он был младшим лейтенантом авиации, для них было исключение, что они награждались орденом славы. Расскажите о вашем хобби. У вас ведь тоже интересное хобби, именно как у историка. У меня просто в свое время вызвало как большой интерес вот именно наградное дело. Вот именно царской России. И вот мне как-то один мой знакомый подарил на день рождения копию Георгиевского креста. Это просто заразило мне какой-то интерес. Я просто поинтересовался, где он достал эту копию. Он меня просто связал с человеком, который профессионально делал копии царских наград с матриц. То есть матрица как бы делается оттиск с подлинной награды, заливается, будем говорить, простым металлом, желтым или белым, в зависимости от того, что это за награда. И уже копия это делается. Просто у меня, допустим, 2 прадеда были георгиевскими кавалерами. У вас на сегодняшний день какое количество экземпляров в вашей коллекции? Около 50. И в заключение наш традиционный блиц, который условно мы назвали «Если бы». Если бы у вас была возможность навсегда остаться в каком-то одном возрасте, какой возраст вы бы выбрали? Так сразу и не ответишь, в каком возрасте. Наверное, потому что в каждом есть своя прелесть. Да, вот именно в каждом возрасте есть своя изюминка. Одного очень известного артиста, клоуна Юрия Никулина, чье столетие недавно отмечалось, как-то спросили, не хотели бы вы быть молодым снова? Он говорит, знаете, молодость – это на всем. А вот 80 лет дано не каждому. Хорошо, если бы вам представилась возможность встретиться с какой-либо исторической личностью, кого бы вы выбрали? А как вы считаете, кого бы я выбрал? Товарища Сталина. Иосифа Виссарионовича Сталина. Если бы вы могли изменить какую-то одну вещь в мире, что бы вы выбрали? Может это показаться как-то банальным, просоветским, но я попрошу помните, что я 23 года при Советском Союзе прожил. Просто чтобы не было моей войны. И, наконец, если бы не история, по какой стезе вы бы пошли? То есть любовь к истории, когда нас зародила преподавательница истории Грибаева Светлана Алексеевна, но я просто для себя другой стези не вижу. Если было бы возможно, то я бы, может быть, пошел по военной стезе. А что бы вы в заключении нашей беседы пожелали нашей аудитории? Я повторю слова Нурсултана Абишевича Назарбаева. У народа, который не бережет свое прошлое, нет понятия о настоящем и нет уверенности в будущем. Я, попросту говоря, хотел бы пожелать именно оставаться прежде всего человеком. В самом прямом смысле слова, настоящим патриотом своей Родины, где бы мы ни жили. И, что самое главное, ценить жизнь. Через пару недель мы будем встречать Новый год. То есть, как говорится, всем тигриного здоровья. Как в свое время
пел Вахтанг Кикабидзе. То есть я хочу, чтобы солнце сияло, чтобы вином наполнялся бокал, чтобы друг другу все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. И самое главное, не превращаться в Иванов, не помнящих Христа. Спасибо, Александр Григорьевич, за добрые пожелания. И мы, в свою очередь, хотим поблагодарить вас за сегодняшнюю интересную, содержательную беседу, пожелать успехов в вашем благородном труде по сохранению истории нашего края, нашего города. И хотим пожелать вам не терять вашего энтузиазма заразительного, новых вам открытий, новых свершений. И с наступающим Новым годом! Счастья, радости, здоровья в новом году! Спасибо взаимно.